До конца 2025 года должны быть отремонтированы все кладбища региона. Работы проводят при финансировании благотворительного фонда «Сафмар». Сейчас реконструируют захоронение в Аршты. Муслим Ганиев расскажет подробно. Единственное кладбище Аршты разбито на окраине сельского поселения. Рабочие на сегодня в основном ведут земляные работы. Два экскаватора по центру захоронения заняты снятием верхнего слоя почвы. Там будет площадка под стоянку. Остальные же заливают фундамент для ограды. Масштабная реконструкция на кладбище проводится благодаря договоренности главы Ингушетии Махмуда Али Калиматова и основателя фонда «Сафмар» Микаила Гуцериева. Только за последние несколько лет в регионе восстановлено и приведено в порядок 42 кладбища. Идет полное восстановление башенных комплексов Ингушетии, выделяются средства на развитие экономики. И это именно те направления, на которые нацелен Микаил Гуцериев. А при полном содействии региональных властей эти задачи будут решены в кратчайшие сроки. Глава республики Махмуд Али Макшарипович Калиматов и Микаил Сауарбекович Гуцериев постоянно держат на контроле эти работы, звонят, интересуются, выезжают, проверяют ход строительства работ. Это такое богоугодное дело, да, то, что мы делаем все вместе, поэтому дасхамдакер. И царь внимание оказывает, дотхон, так, хатмалбах, нахач, баркал, дярясхал, я бог дик дабуду же бы, далендаль дачах бахка боер. Строители проведут работы не только на территории кладбища. Изменится и дорожная инфраструктура. Проведут ремонт подъездной дороги. Вместо старой грунтовой будет асфальт. Обустроят также автостоянку при въезде. А ритуальный дом перед входом расширят. Там можно будет помолиться, совершить другие религиозные мероприятия. Кроме того, подготовят помещение для хранения инвентаря. Примерно 600 метров фундамент залетяев. В общем, 1480 метров общий. Кажется, что она 240 метров. Не бы, что она черт халча школе, машина ехать школе, на халчбол школе. Халчка физ площадки 900 квадратов, 140 квадратов дополнительно не бы асфальтированные. Это кладбище, со слов жителей Аршты, заложено около 200 лет назад. Здесь хоронили людей еще до выселения ингушей и чеченцев в Среднюю Азию и Казахстан. На сегодня здесь нашли свой последний покой свыше 1000 человек. Уже тогда волжвалось. Еще рыц дихан, хай, дел рез волч аура, хадер зеден дихан, кашмаш дихан. Вайдиан патча диан, масай хуз аршти вена диан, хуз ер ваймуш диан, худ малды шидер хуалыш диан, хуз улуда гертиж ханс диан, дулыш хидвейн, билен тротуар бвейн, асфальт истиол хал, хид хог вен волчан, выборш вен волжан диан, шид даяз дейтен, духку вопрос, да диан цодиан. Шин могур дежвалы жухаз, дел рез халцун, дал Яхи беркти велцер везен дел, дал беркти бол-цер. Смейкан, дагадет, смейкан, зибол тхун иштхун мгари, хашвар бяхаз, поверх мело сага, вахачи вече, ишин бол баяц, ночи мят халахчи, зди бог бол бежме, де бог мел тхун смейкан, бежме су избак амбдал, хус дах хасбаш, бог хажа хачари, إيش بقبل خبير ميكال عند الرياض خد داشي دول سوليل دار بتشان دار الرياض خد بول بيتشول. Кладбище не только отремонтируют, значительно увеличится его площадь. Старое захоронение было около 3,5 гектаров. После обновления оно будет уже более 7 гектаров. تخيلت يا كشمش وجه حلدز جدار وقت حرش خانة وين مخاري وين مخك وين دنيا أنت يا بندمي دول دق ناخ تعمق الخري وين قيوت مشتاقلش شاش اش دق بيتيع ناخ قيوت الحبل دق به ارع برش قص حباحش. В планах Микаила Гуцериева обновить все захоронения в республике. Программа разбита на несколько лет и должна завершиться до конца 2025 года. Муслим Ганиев, Султан Магушков, Багаз 24.